Вчера, 1 мая, довольно был такой грустный день для Абхазии. Вроде бы первый самолет, первый там поезд, налажены пути коммуникации. Ну, все это сделала, естественно, Россия. Пляски, танцы, все дела, как бы праздник. Но почему-то никто практически не обратил внимания, что в этот день был не то что унижен, просто уничтожен, растоптан так называемый президент Абхазии Бадра Зурабович Гумба. И те люди, которые за него проголосовали. Только не те, которых купили, а те, которые от души именно голосовали. Дело в том, что вчера на всех, так скажем, знаменательных событиях для Абхазии, для абхазского народа присутствовал абхазский куратор Сергей Кириенко. Его все знают, да, о нем не надо много говорить. Можно сказать, одно из первых лиц России. Так вот, и Сергей Кириенко вчера четко, отчетливо, всеми возможными способами дал понять всему абхазскому народу, что Бадра Гумба никто. Он просто, он, он просто Бадра, и все. Вот он здесь вот есть, сзади меня идет, вот мы его поставили для того, чтобы он просто был, как президент, что-то там вроде игрушки. И это не то, что я там сейчас что-то выдумываю, это действительно так было. Это сам Кириенко вчера показал. Вчера во всех ключевых моментах официальным лицом Абхазии был Сергей Кириенко. Бадра Гумба, он вроде бы и был, но его никогда не было. Он был где-то там, позади него. На все ключевые вопросы, на проекты, которые создались, которые будут создаваться в ближайшее время, в ближайшее будущее, на все это отвечал Сергей Кириенко. Более того, он даже задавал вопросы. Причем не только с народом, когда диалог вел, а также и ближайшему окружению Бадри. Понимаете, о чем я говорю? Я думаю, с этого момента мы можем начать. Давайте начнем вот с обычной встречи, когда только все собрались, когда только все приехали. И здесь мы можем сразу уже заметить, что впереди идет Сергей Кириенко. И здоровается с людьми, приветствие происходит со стороны Сергея Кириенко. И только после него там где-то сзади появляется Бадра Гумба. Далее у них идет встреча с журналистами. Там журналисты как с России, так и с Абхазии. И опять же обратите внимание, на все ключевые вопросы отвечает именно Сергей Кириенко. Посмотрите, как стоит Бадра Гумба. Он просто стоит. Он не то, что он минжуется, он не знает, куда себя деть. Вот эта его улыбка, сразу понятно, это защитная реакция. Он не понимает до конца, зачем он здесь находится и что он здесь делает. Понимаете? Он просто ни к селу, ни к городу. Друзья, вот в этой ситуации стыдно стало мне. Я не знаю почему, но мне стало стыдно. Посмотрите, собралась делегация, люди с России, с Абхазии, не последние, скажем так, люди. И Сергей Кириенко там присутствует, и Бадра Гумба, и все с документами, все что-то решают, обсуждают. Единственный Бадра Гумба сидит без документов. Ему даже просто их не положили, чтобы, знаете, для приличия хотя бы, вот. Опять же, на все вопросы отвечает Кириенко, задает вопросы Кириенко, и все касается проектов. И знаете, я вот в моменте такой вот задумался, вот, Бадра, неужели ты себя не можешь хотя бы, ну, немножко взять в руки? Я, конечно, прекрасно понимаю, и все прекрасно знают, что, да, за последние 30 лет, сколько там руководителей в Абхазии не было, их ставила Россия. Но такого никогда не было, как вчера. Просто Бадра Гумба, откровенно, он всем своим видом показал, что я здесь просто, я Бадра и все. Вот я есть, но меня как бы и нету. И потом я, знаете, если честно так задумывался еще на один момент, а в принципе, на самом деле человека жалко. На самом деле я, когда всю эту ситуацию полностью проанализировал, и как это все выглядит, да, он не может ничего сказать. Сергей Кириенко открыто показал, что здесь есть я, здесь больше нет никого. Вы чисто для регламента, для картинки, чтобы народ меньше вопросов задавал. И да, действительно, смотрите, какая ситуация. Бадра Гумба уже никуда не соскочит. И здесь его становится еще сильнее жаль. Потому что всю эту тему начал кто? Бжания. Бжания начал заключать все договора, составлять все документы, с людьми договариваться. Россия с ним договаривалась. Но когда начало подходить время ставить подпися, Бжания очень четко, тактично ушел.
Да, под видом его народ выгнал, но это ему было, поверьте, на руку. Потому что сейчас процесс пошел, полностью отдают Абхазию вместе с людьми. Бжане вопроса уже никто не задаст, будет крайне бадро, потому что его рукой сегодня отдается Абхазия, которая началась отдаваться рукой Бжании.